О реализации нацпроектов доложил первый зампред правительства Ингушетии Михаил Элезов. Так, в 2020 году реализовано более 150 мероприятий, направленных на достижение результатов и целевых показателей по региональным проектам. Он подчеркнул, что даже с учетом направленного в середине ноября 2020 года на строительство школ дополнительного финансирования в размере 1 миллиарда 700 миллионов рублей, республика показала положительную динамику по освоению средств. Успешно реализованы региональные проекты. Рядом ведомств досрочно, в том числе Ингушавтодор, Минприроды, Минтруда, Минкультуры и Минспорта. На сегодняшний день объем законтрактованных средств составляет более 5 миллиардов рублей, или 58% от предусмотренного объема. Планируется подписать полный объем до конца марта. У нас просто перешли на 2021 год 7 объектов по нацпроектам с 2017 года. С 2017 года. И вот эта практика, когда человек, открыто говорил, вот у меня земля есть, и я проект сам сделал. И вот эти вот вещи у нас потом зависли. И вот сейчас в Карбулаке вот в школу стоит, я туда выезжал, да? Вот вам один там недобросовестный. Он и в Малгобеке там, и тут, и там, он везде. Я говорю, почему? Потому что историю надо знать каждого предмета и объекта. Откуда это начиналось-то? Какая там переписка-то? Усиливать, чем вы усиливаете надзор, тем будет неповадно вот этим друзьям, которые там считают, что они могут государственный карман залезать. Эти вещи должны быть. Ну и неотвратимость наказания. Махмуд Али Калиматов отметил, что все ответственные лица, как работники органов исполнительной власти, выступающие в качестве заказчиков и кураторов, так и подрядчики, исполнители заказов, должны жестко контролироваться. Есть такие организации, которые реально, но по ним, по их истории, говоришь им, что они построили. Вот там не достроить, там не достроить. Надо объяснить, документы разложите и скажите, вот вам 17-й год, вот вам 18-й год, вот вам 19-й год. Где были службы? Мы стараемся выйти с этой ситуации. Мы хотим выйти, достроить, потому что нельзя же бросить, я вам говорю. Канты же вот школа стояла. Вот как можно это? В смете были заложены там оборудование, стулья, столы. А потом что произошло? 1,5 года стояла школа, готовая. А куда дел это оборудование? Нашли деньги и заполнили эту школу и запустили ее, да? Поэтому каждый объект, у меня просьба. Посмотрите, пожалуйста, историю. Кроме того, обсудили, насколько эффективно выполняется контроль в сфере реализации нацпроектов. Надзорную деятельность проводят правоохранительные органы, в частности, прокуратура республики, по данным которой в 2020 году выявлено 167 нарушений законодательства. За их допущение к административной ответственности привлечены кураторы направлений. Муслим Ганиев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.